Давайте я пока представлю, кто наш следующий, а, кто будет выступать следующим. Это Айдар Габидуллин, инстаграм-блогер. При этом он еще является ведущим мероприятий татарских, автор вайнов, то есть коротких видеороликов на татарском языке. То есть на всяких блогерских форумах в Татарстане приходится слышать, что вести блог на татарском — это не очень выгодно, рентабельно, то есть автоматически сокращается аудитория, и сокращается, конечно, как направление, по которому можно шутить, снимать вайны. Вот, вайны или пранки. Поэтому татароязычных именно блогеров, инстаблогеров очень мало, но зато есть и зато какие. Айдар у нас, можно сказать, стал известным во время карантина, как и некоторые другие блогеры, которые появились вот в 2020 году, которые нашли себя в этом поприще. И можно сказать, тот же самый проект SkyTat, наш татарский разговорный клуб, нас и познакомил, потому что Айдар снимал для нас рекламное видео, зачем нужен татарский язык. И вот он сам сейчас расскажет, какая у него основная тема и какие у него инструменты для прикола. Мне кажется, для КВНщиков это тоже будет интересно, потому что, насколько я помню, Айдар тоже применяет вот эти ваши КВНовские штучки. Вот. Айдар, ты можешь поднять руку или подать голос, когда будешь готов. Привет, я вроде готов. Меня слышно, да? Супер, да, отлично. Приветствую на родном языке. И... Салям, халярничек. Аллах шикар. И поехали. Киттік, поехали. Сұраулар ма, әлі өзім сөйлеймін? Это вопрос какие-то будут? Да, я сам расскажу. Ого, у меня 20 минут для спича. Круто, круто. Я привык действовать в инстаграмском формате, там даже IGTV максимум 15 минут, поэтому... Вот, о чем хочу рассказать я. Правильная тема очень, что вот затронули. Рима сказала об том, что аудитория сокращается, и немного как будто в негативном ключе об этом сказали. Но я думаю, это наоборот позитивный ключ. Ведь даже там по предпринимательскому опыту и так далее всегда часто говорят о том, что надо найти свою аудиторию. И если ты попадаешь туда, где аудитории много, вот, ну, то есть всем нравится, да, то есть большая часть аудитории, там, где, ну, грубо говоря, если бы я вещал на русском и снимал вайны на русском, то я бы был в череде тысячи вайнеров, 10 тысяч, там даже миллиона вайнеров, и был бы одним из них. Вот, и поэтому очень бы тяжело было выделиться. Я думаю, это очень хорошо, что я вещаю на татарском, и я, ну, нахожусь в среде с маленькой конкуренцией. Вот. Такая тема. Но давайте расскажу. Меня Айдар Габидуллин зовут, это правда. Я снимаю вайны, но это все получилось случайно. В марте или апреле, наверное, давайте говорить в марте. В марте, вот когда, или в апреле, да, когда началась вся эта пандемия, я как ведущий банкетов оказался в такой ситуации, что, ну, банкетов нет. Грубо говоря, все, они прекратили свое существование. Любые массовые мероприятия, туда, куда уходило все мое творчество, туда, куда уходили все мои силы и откуда приходили деньги, все это в один момент, все это закончилось. Но и мы живем в квартире, вот здесь, в Альметьевске, тяжело было оставаться дома. Ну, там тогда еще нельзя было выходить на улицу и так далее, там вот эти смс-ки, разрешения. Мы взяли разрешение, уехали в деревню, в Мензелинский район, деревня Топасева, Минохотуна Новола, это деревня, там, где выросла, родилась моя жена. Вот, мы уехали туда. Ну, и понятно, я с детства было такое, что, ну, я в деревне, я не чужой, грубо говоря, я каждое лето, как и многие, наверное, в Татарстане, приезжал в деревню, да, ну, понятно, там, сенокос, огород, все это вот животноводство и так далее, это все, ну, я все это знаю, все это видел, все это пробовал, каждое лето это происходило, и вот я приехал туда, и понятно, чем в деревне заниматься, ну, как бы, интернет там толком не ловит,
А мы так делаем, что мы всегда как-то подшучиваем с женой друг над другом, и время от времени я вхожу в какой-нибудь образ и, ну, подкатываю, пристаю, подшучиваю над ней и так далее. Этих образов было миллион. Ну, это, я думаю, нормально в такой вот творческой семье, то, что вот такие моменты происходят. Так вот, я буду сокращать. Я вошел в такой образ, типа, ну, я что-то убирался, за забором я убирался, и подошла жена, и я сделал вид, как будто подкатываю к ней, но я сделал вид, как будто подкатываю на мишарском языке. И жена такая, ну, этот момент сняла. Она всегда меня снимает в такие моменты, и здесь она тоже сняла, но она такая, давай выложим. Я всегда говорил, нет, не выкладывай, зачем, кому это надо, это никому не интересно. Но мы в итоге выложили. Вот. И вот отсюда как бы пошел отчет. Это расхватали все без исключения татарские паблики. Там лайкнул Миниханов, там газеты и так далее. Ко мне начали заходить люди в Инстаграм, они начали смотреть. Ну, у меня там как бы мой портфолийный Инстаграм специально как ведущего, чтобы люди понимали, что вот веду мероприятия и так далее. Вот. Они заходят, говорят, ой, он же не деревенский, он же просто отыграл, это что такое, типа, он же соврал. Понятно, очень море там позитивных комментариев, и тут были и негативные тоже, но потом я со временем понял, что без этого никак. Вот. И я вот для себя как-то взял, не знаю, это мантра можно назвать или что угодно, что если вдруг появляется возможность, и у тебя есть навыки, то ты не должен упускать ее. И тут до меня, ну вот как щелкнул. Я думаю, если народ просит, надо снимать дальше. И мы начали снимать один вайн за другим, и они набирают просмотры, и люди смотрят, аплодируют, делают репосты каждого вайна. Далее было такое, что я понимаю, что вот этот деревенский парень, он очень схож по своему темпераменту, характеру, по подаче, харизме с Коляном из «Реальных пацанов». Ну, то есть это не было так, что я специально его изображал или что-то такое. Нет, он просто действительно похож. Я думаю, так, Колян — это сериал. Я сейчас в деревне нахожусь, и тут здесь все идеально. У меня есть камеры, там телефон, у меня есть, ну, те, кто могут снимать, и у меня есть свободное время. Я утром пишу сценарий, мы днем снимаем, и я потом монтирую, выкладываю. Вот так вот. Мы даже делали несколько серий, ООЛ романа все это назвали, деревенский роман. Людям очень зашло, они постоянно просили серии. Вот, как-то так. Далее у меня появились рекламодатели, у меня появились те, кто покупает этот контент. И я сразу хочу отметить, что это далеко небольшие деньги, это никак не перекрывает суммы, которые приходили там с банкетов, но в любом случае, когда твое творчество оплачивается, когда с него идет хотя бы какой-то денежный выхлоп, это подстегивает дальше работать. Вот об этом. И дальше мы снимали вайны, уже начались банкеты, я прекратил снимать сериал, потому что на это не было времени. Я снимал просто короткие вайны, и они тоже людям нравились. Понятно, я не какой-то там поэт, не какой-то писатель, не вокалист, не исполнитель, не звезда, поэтому называть это творческий кризис тяжело, но все-таки какой-то вот застой появился. Нет, всем нравится то, что я делаю, но мне самому перестало нравиться. И вот недавно мы сняли вайн. Это такой собирательный образ просто очень маленького муниципального чиновника, который очень ловко маневрирует такими, популярными словами, типа целевая программа и так далее, но сам он в целом, ничего не доносит, и из-за того, что, он немного глуповат, у него не получается выглядеть, статно и хорошо подкованно на экране. Вот этот чиновник, и он, конечно, тоже очень хорошо зашел, его очень много репостили, очень большой отклик, даже не знаю, почему, интересно, в России вдруг вот так вот бедолага-чиновник понравился всем, но, видимо, откликается с реальностью. Вот. Теперь еще один момент. Я хочу сказать, что у меня так удачно получилось, что у меня есть определенные фразы, которые ассоциируются со мной. И когда вот пандемия прекратилась и начались уже банкеты, свадьбы, я об этой деятельности тоже немного скажу, я понял, что вот эти вайны, это было намного лучше любой таргетинговой рекламы, любых площадок, любых свадебных журналов. То есть
то, что я снимал вайны, это самая лучшая реклама. Тут действительно такой скачок произошел. Не для поста, а вот как вот по факту я говорю, что действительно запросы увеличились. И запросы именно моей целевой аудитории, которая приходит, ну, не просто там, вот нам нужен там хороший ведущий. Они хотят Айдара Габидуллина, который говорит там фразы «дюбюр-дюбюр келе», который говорит «сырчагам сайри» и так далее. То есть им заходит именно вот именно этот человек им нужен. И это было прикольно, когда я привык, я уже 15 лет веду свадьбы, а тут я веду свадьбу, и меня фотографируют бесконечно. Ко мне подходят, снимают видео, просят, чтобы я на камеру там наговорил какие-то слова из вайнов. Это действительно было неожиданно, и тогда я понимаю, что это здорово, что вот эта целевая аудитория нашлась, и что целевая аудитория находится не где-то там в Пскове или не где-то там на Кавказе моя целевая аудитория, она здесь, там, в паре километров, там, или весь Татарстан, и в особенности мои любимые мишары, они такие: Айдар, ты наш человек, ты нам нравишься, давай приходи, приезжай и так далее, и так далее. Вот, поэтому узкая целевая аудитория для юмора это хорошо. В моем случае. Мне писали мои русские друзья или татары, которые не знают русский, они говорят: Айдар, пиши, пожалуйста, субтитры какие-то, что-то. Я откровенно говорю, что я не буду ничего такого делать, я не буду никак переводить или как-то вот снимать вайн на татарском, потом на русском снимать. Я этого не буду делать, потому что весь юмор теряется. Вся подача именно вот, весь юмор именно в подаче. Я не скажу, что там что-то по тексту очень хорошо, очень остроумно. Вот, наверное, редактор какой-нибудь хорошей лиги так с удовольствием порезал, сказал бы, это не смешно, добейте, перебейте. Ну, вот так вот, на аудиторию это зашло. Вот, что дальше? Я стараюсь как бы быть на волне, смотрю, читаю, и я понял, что вот эти фразы, они очень хорошо ложатся на мерч. Сначала мы попробовали футболки, сделали вот типа «Сырчагам сайри», «дюбюр-дюбюр келе», потом толстовки, и запустили небольшой такой семейный бизнес, не бизнес, мы просто продаем еще и мерч, вот всю эту одежду. И она тоже имеет, вот свою аудиторию, запрос и так далее. Это очень, говорит, прикольно дарить что-то, на чем написано на татарском языке. Да, мы знаем, есть там бренд «Олга» и так далее. Вот, но чтобы было большими буквами, какая-то татарская надпись и так далее, это людям очень интересно. Не сказать, что там какие-то большие объемы мы делаем, но в любом случае вот интересно. Вот именно об этом я хотел сказать, что это прекрасно, когда вот есть маленькая аудитория целевая, и ты на нее можешь вещать. Она действительно, эта аудитория небольшая, но я хочу отметить момент, что вот с момента, когда я снял первое видео и выложил, у меня было 1600 подписчиков. На сегодняшний день, то есть вот март был, на сегодняшний день, год не прошел, сейчас у нас декабрь, да, год не прошел, но все же там 9 или 8 месяцев, получается, у меня сегодня 30 тысяч и 5 подписчиков. У меня есть постоянные рекламщики, с которыми я сотрудничаю, в том числе вот я для SkyTat снимал, пока не постоянный, но мне понравилось для них тоже работать. Вот. И у меня появились там постоянные рекламщики, у меня появились те, кто покупает мой контент или просят, чтобы я размещал логотип на своих вайнах. Вот. И у меня появился какой-то выход для моего творчества. Самое главное, теперь за что мы топим в семье? Нашей семье это татарский, наш родной любимый язык. У нас очень много книг на татарском языке. Мы дома не разговариваем на русском языке нигде, вообще никак. Я иду к своей маме, то есть бабушке, своей внучке. Мы там разговариваем на татарском. Мы, когда в общем семейном кругу разговариваем на татарском. Потому что вот сейчас бы, я понимаю, многие смотрят это, но я скажу, как есть. Русский язык, он, как бы помягче, он прилипает. К счастью или к сожалению, но он очень сильно прилипает. С этим, я не хочу сказать, что прилипает как что-то плохое. Он нужен, им нужно владеть в совершенстве, чтобы как-то в этом мире добиться успеха. Но он прилипает, потому что он звучит отовсюду. Он реально звучит отовсюду. Вот. А татарский язык, вот у меня есть сейчас возможность у нас с женой дать дочке вот этот язык, наш родной язык. И это удивительно.
И даже немного раздражает, когда мы прогуливаемся с дочкой, ну реально, когда мы прогуливаемся на улице, проходит какая-то бабушка, которая на татарском языке с удивленными там воскликами говорит, вот, говорит, как такое возможно, говорит, как она красиво на татарском разговаривает. Мы же, ну, у меня вообще прям эмоции через край. Я говорю, мы же, ну, не в Австралии, мы не где-то в Грузии, мы в Альметьевске, это город, где живут татары и так далее, и так далее. Ну, то это неудивительно, что здесь кто-то разговаривает на татарском языке. Вот, я делаю контент на татарском языке, я буду его делать, у меня есть в планах сделать несколько передач не для YouTube, также для Инстаграма, на татарском языке, потому что я четко понимаю, что вот здесь можно развиваться. Люди очень сильно у нас в республике, и не только, как показывает статистика моего Инстаграма, голодают по татарскому языку. Теперь немного камней в огород тем, кто занимается татарским юмором. Я смотрю, что происходит на телевидении. Я клянусь, я включил недавно канал ТНВ. Там идет передача «Овлак И». Там артисты с огромным багажом татарского языка и юмора в татарском плане. Извините, я буду говорить как есть, ладно? Я понимаю, может, кого-то это обидит. Что происходит? Я включаю телевизор, там просто парень играет на гармошке. Ну, играет так, я вот банкетный ведущий, у меня намного лучше игра. Там парень играет на гармошке, а остальные просто тусят. Ну, вот я клянусь, они просто что-то вот там пританцовывают, что-то подпевают, какие-то полушутки. Ну, то есть это, ну, вы знаете, как будто они это делают просто по приколу. Ну, то есть это не поставлено, не интересно, не смешно. И я понимаю, вот мне 33 года, а если кому-то 23, а если кому-то 18, вот он включает, говорит, ну, вот такой татарский юмор. И это, ну, это действительно удручает, это печально, то, что происходит в официальном, так сказать, вот там какие-то каналы, Team TV, те же самые, и так далее, и так далее, и так далее. Там, ну, там нет юмора. Я включаю и выключаю. Я не говорю, что у меня там какой-то хороший юмор, но я говорю о том, что вот все, кто занимается мало-мальски, относятся к юмору. КВНщики, те, кто играл в КВН, те, кто выпустился из театра и, ну, из театральных там училищ и так далее, и так далее. Идите в интернет. Там нет никакой редактуры. Потому что я знаю, что очень многих талантливых людей в свое время подкосила именно КВНовская редактура. Потому что там есть свой формат, там четко режут, там вот на сцене можно это, там политическая обстановка, то, что можно говорить в этом городе, то, что можно говорить из актуального, то, что вот какое-то там произношение и так далее, и так далее. КВН, он очень четко разграничает, вот, ну, вот так можно, это нельзя и так далее. Там очень четкие границы, поэтому КВН на данный момент, ну, наверное, сейчас никто состав высшей лиги не произнесет, потому что его очень мало смотрят. Больше смотрят интернет. Поэтому я призываю всех татар, молодых, немолодых, которые имеют хотя бы малейшее отношение к юмору, могут производить контент, идите в интернет. Это в наших силах сделать так, чтобы на нас смотрели, и пусть, ну, вас будет смотреть там 10, 20, 30 человек, поймите, там со временем аудитория найдется. Я лично стараюсь репостить всех, кто имеет отношение, и мало-мальски хотя бы, ну, написав, подумав, отредактировав и снова вот нормально отсняв, делает татарский юмор. Я всех стараюсь репостить, показывать, потому что я хочу, чтобы когда пройдет там 10-18 лет, моя дочка не искала татарского ведущего, а потом вернулась ко мне и говорила, ну нет, ну никого нет нормального. Или я хочу, чтобы она знала каких-то там популярных личностей, которые шутят, делают контент и так далее, являются какими-то там столпами в юморе, там, в культуре на татарском языке, и на них приятно смотреть. Вот, как-то так. Так что Инстаграм — это здорово, круто. Главное, чтобы было время, и главное, чтобы была аудитория. Я много говорю, да? Я не слышу. Ага. Нет, нормально. Пока все по делу, пока не выключаю микрофон. Вот есть комментарий. Очень правильный, согласен с Айдаром. Наши СМИ о нас говорят так, как скажут. Больше о том, как мы поем и пляшем, реально идите в интернет. Ну, вот у нас даже с женой, у нас есть такой момент, я перебью, можно, да, мы действительно постоянно смеемся над
татарским именно телевидением, оно какое-то либо академичное, либо это прям какое-то шоу Бенни Хилла. То есть, если клип юмористический, вот обратите внимание, любой татарский юмористический клип, знаете, как он делается? Там что-то происходит, они кривляются, и он ускоряется на определен, там, на 0,5, на 0,25, но он ускоряется, чтобы добавить туда юмора. Понимаете? Вот настолько какие-то примитивные берут какие-то инструменты для того, чтобы создать юмор. Ну, вот как-то так. То есть, или то, что происходит там на канале ТНВ, это настолько академично. Ну, то есть, там ты включаешь канал ТНВ, я ничего не хочу сказать, что плохо, но там прогуливается девушка в осеннем лесу с береткой, там, шарфом и просто медленно говорит какое-то стихотворение на татарском языке. Это вот такие вот у них. Или если это юмор, то это две какие-то татарские, как будто бабушки говорят какие-то вещи. Ну, то есть это вот такие моменты, поэтому, да, идите в интернет. Все, кто хотя бы мало-мальски владеет татарским языком и хочет, чтобы на него смотрели, я не знаю, даже можно, если вы хотите славы и денег, идите в интернет, делайте контент, пожалуйста. Обратите внимание, сейчас в русском YouTube нет звезд именно высшей лиги. Да, эти люди все играли в КВН, но там нет звезд высшей лиги. Это люди, которые в определенный момент поняли, что хватит кататься по лигам, хватит терять на это время, хватит там искать спонсоров и искать команды. Они просто решили, я вот иду туда и делаю контент. Вот поэтому, если вы умеете, можете, у вас есть время, возможность, а она есть у вас, идите. А те, кто хотят услышать татарский язык, нормальный, разговорный, адекватный, смотрите татарских блогеров, вайнеров и так далее. Вот к чему я призываю. Как-то так. И ходите в татарских футболках. Но, Идар, смотри, у нас слушатели же, как бы, участники не только татары, у нас это разные представители разных языков. И тут и башкирский, кстати, КВН тоже есть. Вот вопрос тут есть насчет ваших вайнов. Приходится ли специально ездить в деревню, чтобы снимать вайны? Спрашивает Гулья Хазбиулина. Гулие, да, приходится ездить, но это не приходится. Я же говорю, у меня есть деревня в Леногорском районе, у моей жены есть деревня, и у нас недалеко от Альметьевска есть место, откуда вообще пошел Альметьевск, это называется Старый Альметьевск, и там вполне себе такие деревенские домики и так далее, и у нас там есть друзья, и мы туда выезжаем и реально снимаем вайны, да, вот для этого, для того, чтобы поддерживать эту атмосферу деревни, для того, чтобы люди через ностальгию по деревне, через вот эту ностальгию могли мы найти с ними точки соприкосновения. Вот как-то так. Да, приходится. Так, я вижу уже ссылку в Zoom-чате на Инстаграм Айдара. И сейчас постараюсь не в Zoom-чате, а в WhatsApp. Сейчас постараюсь скинуть сюда ссылку на чат в WhatsApp. Ага. Так, потому что, оказывается, только я могу это сделать. Прикольно. Я вообще первый раз в Zoom, если честно. Поздравляю. Мы тоже, оказывается, можем чему-то учить. Так вот, насчет вайнов. Ты можешь рассказать, вот пока у нас есть 10 минут, будут несколько еще вопросов. Так. Вот вообще про схему съемки вайнов. Как это происходит поэтапно? Ой, там классный вопрос был. Ну, ладно, на него попозже ответим. Съемка вайнов как происходит? Ну, раньше я снимал просто на камеру, так, по технике быстренько пройдусь. Мне недавно подарили вот эту Sony, маленькую блогерскую камеру. Это раз. Во-вторых, у меня есть стабилизатор DJI, вот, и 2 петлички. Это все, что мне нужно, чтобы снимать вайн. Вот недавно по рекламе мне подогнали свет. Вот этот кольцевой, который есть у каждого уважающего себя блогера. Вот. И, в принципе, этого достаточно. Тяжелее всего делать сценарий, не ориентируясь именно на аудиторию, делать то, что тебе нравится. Вот это самое тяжелое, потому что каждый раз, когда я что-то пишу, я думаю, вот они же не поймут, это же им не понравится, а в итоге все нравится. Как делается? Я стараюсь, по крайней мере, старался снимать каждую неделю по 3, по 2 вайна. Теперь это получается реже, ну, потому что я банкетный ведущий, а теперь пора новогодних корпоративов наступает. Вот. Как мы делаем? Я пишу сценарий, читаю жене,
она говорит, классно, или ага, это смешно. Вот если просто классно, то надо добить, надо передобить. Если есть смешно, весело, она смеется, то это можно снимать. Далее, я думаю, когда, как площадка и так далее, выбираем день и просто снимаем. Больше всего времени уходит на монтаж, потому что вот вайнеры не дадут скрыть о том, что в монтаже вообще вот вся соль кроется. Я недавно чье-то интервью слушал, где актер там откровенно признался, что, по-моему, у Дудя было интервью, актер там признался, что фильм, говорит, был, ну, вообще никакущий, его, то есть невозможно было смотреть. Я понимаю, говорит, что вот этот фильм был плохой из-за актера, но после монтажа мы, говорит, сидели и не понимали, как, говорит, такое возможно, что прикольно, все весело, интересно. Тут то же самое, музыка, монтаж правильный, где-то подрезать, где-то там чуть растянуть, слоумошки и так далее, и это добавляет намного больше юмора, главное с этим не борщить. Вот, кстати, еще один момент. Очень многие даже не подозревают о том, что есть татарский рэп, и его немало. И не подозревают, что есть там альтернативная татарская музыка. Это ребята из Yummy Music. Я не говорю о тех, кто сейчас нас смотрит, но реально люди думают, что все ограничено тем, что вручают там вот эти золотые статуэтки и все там, барс и так далее. Вот. И я начал у себя в вайнах применять вот эти треки, музыку, вставлять. И мне люди пишут, что это откуда, это Куаянбу, что за музыка и так далее. И мне постоянно писали. Я понимаю, что просто у ребят нет выхода на аудиторию. И я всегда размещал ссылку, эту музыку скачивают, там слушают и так далее. И это здорово, что люди понятия не имеют, что есть что-то альтернативное. И именно поэтому я призываю выходите в интернет. Там другой татарский язык и другой совершенно юмор. Вот. Там про ТНВ был прикольный вопрос. Так, вопрос был? Да, я пропустила. Там, в общем, было написано следующее. Сейчас я в чат перейду, я вот прочитаю этот вопрос, я постараюсь недолго. Согласна ли с тем, что ТНВ – это для того, чтобы слушать литературный язык, без которого тоже нельзя, а блогеры – это не всегда правильный литературный язык? Да, я полностью здесь согласен с вами, за исключением того, что, к сожалению, ТНВ не позиционирует себя как только литературный язык. Давайте вот с этого начнем. Они позиционируют себя как главное там татарское телевидение. Я не хочу сейчас по ним плохо проходиться, но это неинтересно смотреть. Это вообще неинтересно смотреть. Ну, то есть телевидение я вот включаю, и мне должно быть интересно на это смотреть. Вот у меня жена татарка, ребенок татарин, у меня мама там и все. Я в татарской такой среде расту, и я смотрю татарский канал. И я вот включаю канал «Культура», там идет интервью в белой студии, задают вполне себе откровенные вопросы. Оно такое четкое, интересное, с деятелями культуры, без какой-то похвалы ненужной. А вот включаю ТНВ, и там настолько все в рамках, настолько все это, грубо говоря, они даже студии не обновляют. Там есть передача, называется «Яшляр Тукталыша». Так вот, заставку этой передачи поменяли, я следил за этим, поменяли то ли год, то ли 2 назад. Там была заставка, там, извините меня, но там выглядит как первый клип Децела. Вот, вот такая там заставка. Как такое можно? И передача называется «Яшляр Тукталыша», с татарского переводится как «Молодежная остановка» или «Остановка молодежная», да? И говоря о том, что неправильный, там правильный татарский слушать, не пора ли нам принять тот факт, что 100% татарской аудитории, 100%, даже вот мы поедем в театр оперы и балета Мусы Джалиля, и даже там вот представители культуры, они не разговаривают на таком татарском. И это совершенная чушь. Татарский надо менять, модернизировать, его надо делать таким, чтобы он был... его можно было кушать, чтобы его понимали там наши дети, те, кто ходит в школу в русскую, но он татарин, чтобы он слушал ТНВ и понимал, о чем идет речь. Вот об этом я. Да, можно делать какой-то цикл передач с литературным татарским языком, но вещать на нем 100%, это значит, просто ты отказываешься от своей аудитории. Перевес этому есть канал, называется, как это называется?
Шаян ТВ. Вот это классный канал. Мне нравится, там перевели все, детская. Да, детская, называется, да, Шаян ТВ. Ну, типа, весело, шутка ТВ, что ли. Это для детей. И там перевели все популярные, там, фиксики, сейчас во мне просыпается папа маленькой девочки, и там все популярные мультики перевели на татарский язык. Причем он удобоваримый, такой нормальный, адекватный татарский язык. Я залипаю, моя дочка залипает. Вот, потому что он прикольный, он адекватный, там есть свои образы, там какие-то прикольные заставки. И вы знаете, что там каждый там в 12:00, там в 8:00 и так далее, там звучит Итугантель с классной заставкой. И это минем казампары, и она подпевает Итугантель. Почему? Классная анимация, после этого будет мультик, и это выглядит прикольно. А на ТНВ нет такого, там беспонтово все, вот и все. Вот как-то так. Так, это у нас Айдар, можно сказать, выступил про то, что в татарском очень много юмора, а мы еще успеваем что-то из них критиковать и можем выбрать, наверное, это хорошо, то, что нравится, то, что нам по душе. То есть есть даже то, что уже как бы изжило себя, то есть то, что сейчас уже не актуально, а есть то, на что ориентируется молодежь, есть из чего выбрать. Да, если да. Там еще есть вопросы. Да, если бы я редактировал канал ТНВ, я бы вот всех, кто играл в КВН в Лиге Республика и играет в татарских лигах, всю редактуру, все там топовые команды, которые там держатся и заходят на аудиторию, я бы из них создал огромную, гигантскую авторскую группу, которая бы просто поменяла, вот я не знаю, лавиной бы снесла все, что было до этого, и поменяла весь татарский контент. Мы бы штурмовались, не выходя просто из помещения, из там редакторской комнаты и так далее. Мы бы штурмовали, там бы пересторились, там, передружились и так далее. Но вот с теми, кто в юморе живет, с теми, кто там в КВН и так далее, я бы вот всех собрал, и мы бы долго штурмовали и сделали бы нормальный, вкусный татарский контент. Я еще вот один момент напоминаю. Был мультик такой, его делал Анвар Аразов, вот ребята, если смотрят КВНщики, они знают, назывался «Вяли». Он про то, как парень татарский, не зная татарского языка, получает 2, и он едет в деревню, где его учат татарскому языку. Но там такая классная анимация. И там, понимаете, там идут миниатюры и татарский юмор. Такой, что там типа сеть не ловит, что там типа, ну, вот все, что есть подмечало из деревни, из татарской, они все это туда вписали. Мы пересматривали раз 100. Ребята сделали классный контент, но он не нашел продолжения. Почему? Куда это? Вот и все. Айдар, вот, надо попрощаться, потому что у нас следующий спикер. Давай нас замотивируй чем-нибудь. И мы дадим слово Анастасии. Все, я коротко. Мне один парень недавно написал: Айдар, я хочу снимать войну, что делать? Я говорю, ты мне, с какого телефона пишешь? У тебя там есть на телефоне камера? Он говорит, да. Я говорю, память есть? Он говорит, да. Я говорю, вот сейчас возьми и просто начни себя снимать. Вот и все. Вот все, что для этого надо. И я это для себя тоже осознал. Спасибо огромное, Скайтат, вы лучше. Рахмат Ликзор. Спасибо Айдару.